Сену, ю, вена, ажил, турул, сен, ну. Монголы уже давно и активно пользуются латиницей, пишут на монгольском, но латинскими буквами. Казалось бы, такая тенденция появилась в эпоху гаджетов, но нет, почти 100 лет назад. Вот, допустим, книга Хоцена Сараева «Царинпил», написанная на бурятском языке, но латинскими буквами. Сейчас попробую прочитать вам фрагмент. Удын аемахалун наранда алябр бага огона гонзат гура халхата сулы гаделголдың иши тиши хорё хата зубшың ябаже гуилдыны. В принципе, прочесть и понять можно, стоит только немножко приноровиться. Такими бурятские книги были на протяжении 10 лет, в 1930-е годы. Еще 5 лет до этого разрабатывали систему, какая буква будет обозначать какой звук. Тогда советская власть уже состоялась, но еще не решила, каким типом письма будет пользоваться население. Те, кто владел грамотой, знали только старомонгольский. Переводили на латиницу с целью объединить и создать всемирный алфавит для пролетарского мира и революции. Но спустя время и смену власти вернулись такие кириллицы. На ней это был выпущен первый выпуск журнала «Жизнь Бурятии». Первое лицо республики Михаил Ербанов тогда писал: наша молодая, культурно отсталая, хозяйственно слабо развитая и недостаточно экономически дифференцированная Бурят-Монгольская республика все же выдержала экзамен на аттестат зрелости. Про коррупцию тогда писали? Скорее всего, писали. Я уверена, что тогда же это как правда жизни, и тем более, что, как сказал Ербанов, что все мы должны проблемы как-то учитывать здесь и писать про все наши трудности. Эти и другие издания довольно подробно рассказывают о том, какой была Бурятия почти 100 лет назад. Из одних только объявлений о купле-продаже можно судить. Работали самые разные предприятия. В отделе редких книг Национальной библиотеки хранится более 23 тысяч таких изданий. Самое древнее из них датируется XVI веком. Но любой посетитель, пользователь и гости нашего отдела, они имеют возможность увидеть все эти издания в наших тематических выставках и в музее книги, естественно. Но в основном приходят к нам, конечно, в связи с какими-то научными разысканиями аспиранты, ученые, и в том числе из-за рубежа, которым мы предоставляем уже оригиналы наших изданий просматривать, изучать. Ну и нужно сказать, что большая часть уже краеведческих изданий, наших оригинальных, уникальных изданий, ранние издания, они в основном все уже представлены на сайте нашей библиотеки в оцифрованном виде. Прийти в библиотеку и изучить уникальные экспонаты можно будет после снятия ограничений.